Без участия в таинствах невозможна жизнь в Боге и в Церкви. Святыми таинствами называются священнодействия, в которых невидимая сила Бога, благодать, передается верующим. Благодать – это чудотворный дар Бога людям для их духовного просвещения и спасения. Человек спасается только благодатью, если принимает ее с верой. Благодать передается человеку таинственным действием Святой Троицы. Бог Отец посылает нам благодатные дары посредством Святого Духа, потому что мы искуплены крестной жертвой Его Сына. В православной Церкви установлено 7 святых таинств. Первое – крещение, в котором смывается первородный грех, человек рождается для духовной жизни. Второе – миропомазание. Оно дает и подкрепляет духовные силы человека в течение всей жизни. Третье – причащение, таинство, в котором верующие духовно и телесно соединяются с Христом, принимая в себя Его тело и кровь. Четвертое – покаяние, таинство, врачующее духовные болезни, грехи. В пятом таинстве, таинстве священства, дается благодать духовно воспитывать и учить других людей, совершать таинство, творить общую молитву. Брак – шестое таинство, освящающее супружеский союз, рождение и воспитание детей. Седьмое таинство – елеоосвящение, называемое часто в просторечии соборованием, исцеляет духовные недуги и через это может уврачевать и тело. Кроме перечисленных 7 таинств, в древности таинствами именовали также великое крещенское освящение воды, коленопреклоненную молитву в день Пятидесятницы, освящение храма, монашеский постриг. Часто задают вопрос, какие таинства можно повторить, а какие нет. Таинства крещения, миропомазания и священства совершаются однажды, их повторить нельзя. В отдельных случаях Церковь благословляет второй брак, однако таинство в этом случае совершается особым чином. К таинствам покаяния, причащения и соборования христиане обращаются постоянно, по мере духовной потребности. Мы уже говорили, что в символе веры упоминается только одно из таинств – крещение. В IV столетии происходили жаркие богословские споры отцов церкви с еретиками по вопросу крещения. Другие таинства таких разногласий не вызывали. В водах крещения верующий очищается от всех грехов, унаследованных и личных, и как новорожденное дитя вступает в Христову Церковь. Троекратное погружение означает смерть для грехов, а троекратное появление из воды – воскресение в Боге. Если бы люди ясно понимали, что из купели человек выходит святым, то в мире было бы намного меньше зла. От крещаемых требуется отречение от сатаны, покаяние и принятие символа веры. Церковь с первых дней своего существования крестит не только взрослых, но и младенцев. Вместо них слова отречения от сатаны, покаяния и исповедания веры произносят восприемники от купели или крестные. На них лежит важнейшая обязанность – воспитание крестника в истинной вере. Крестные вступают в духовное родство со своим крестником и его семьей. Еще раз скажем о том, почему необходимо крестить младенцев. Это нужно делать по 3 причинам. Во-первых, детей любил Христос. Вот слова Спасителя: «Пустите детей приходить ко мне». Во-вторых, апостолы крестили детей.
В-третьих, если дитя умрет некрещенным, оно будет исключено из христианской семьи и на последнем суде появится не среди спасенных, а среди безбожников. Как следует относиться к родителям, которые по своей безответственности допускают, чтобы их младенец ушел в вечность некрещенным? Святитель Николай Сербский называет их убийцами своих родных детей. Что делать, если младенец сильно болен, а священника рядом нет? В таком исключительном случае Церковь позволяет любому православному христианину, мужчине или женщине, провести обряд крещения самым кратким образом. Трижды погрузить дитя в воду, произнося при этом: «Крещается раб Божий, называется имя, во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь». Если младенец выживет, священник должен дополнить таинство и совершить миропомазание, другое святое таинство, посредством которого крещенный человек получает дары Святого Духа, укрепляющие и умудряющие его, помогающие ему хранить истинную веру и жить в целомудрии. Таинство это совершается следующим образом. Священник помазывает отдельные части тела крещенного человека святым миром, произнося при этом печать дара Духа Святого. Аминь. Эти слова взяты из второго послания апостола Павла к Коринфянам: «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас, и дал залог Духа в сердца наши». Прежде всего помазуется лоб, чтобы осветить ум для размышления о Боге. Помазание груди означает освящение сердца для любви к Богу. Чтобы осветить видение благодати Божией во всяком творении, помазуются глаза, для слышания Слова Божия – уши. Щеки помазуются, чтобы осветить их для выражения радости при добрых делах и стыда за грехи. Уста – для прославления Бога, и чтобы они всегда говорили правду. Для добрых и благородных дел помазуются руки, для следования по истинному пути, ведущему в Царство Божие, ноги. Все тело человека, его душа, его поведение освящается, чтобы он стал святым, как свят Бог. В православной церкви миропомазание совершается сразу после крещения. Крещение водой символизирует очищение, а миропомазание – освящение Святым Духом. Миропомазание также совершается в чине присоединения к православию членов других христианских конфессий. При короновании на царство православных монархов также совершается помазание их святым миром. При освящении храма совершается помазание престола, стен и антиминса, особого плата, в который вшиваются частицы мощей мучеников. Таинство миропомазания совершает священник, но не без участия епископа. Епископы готовят и освящают святое миро, без которого священник не может совершить таинство. Это состав из многих благовонных веществ, в знак того, что посредством его подаются многочисленные дары Святого Духа. Обряд приготовления и освящения святого мира – редкое по красоте и торжественности священнодействие. Оно совершается лишь раз в году, на Страстной неделе, а позже святое миро правящий архиерей раздает священникам. Таинство миропомазания имеет прообраз в Ветхом Завете. Книга Левит говорит о помазании первосвященника Аарона, а первая книга Царств – о помазании царя Саула на царство. В Новом Завете все христиане миропомазаны, ибо Христос сделал нас царями и священниками.